нас изначально ТЭЦ с момента постройки уже мы работаем более 60 лет. Всегда один из вопросов стоял, это охрана окружающей среды. На вот так называемый мелкодисперсных частиц, которые называются PM2, да, у нас выброс для города составляет менее 1%. И у нас были установлены так называемые скрубера, где-то находятся у нас установки турбовентур и электрические фильтра. В принципе, работа электрических фильтров состоит в том, что там находятся попеременно коронические осадительные элементы, через которые уходящие дымовые газы проходят и улавливаются мелкие частицы. Ну, у нас, в принципе, проектная мощность, вернее, степень очистки была 97-98%. Согласно результатам исследований Финского метеорологического института в рамках программы ООН по окружающей среде, вклад ТЭЦ Бишкека в приземные концентрации твердых частиц ПМ2,5 и ПМ10 составляет менее 1%. Благодаря высоте дымовых труб загрязняющие вещества рассеиваются далеко за пределами города. Ежегодно мы закладываем определенную сумму денег для ремонта, текущих средних капитальных ремонтов электрических фильтров и все время поддерживаем работу в надлежащем порядке. Да, вот и в принципе видите, вот если сейчас взять фон нашего города, вот у нас идет дым, это уже отработанный, да, чистое небо. А если взять вот сейчас посмотреть округа города, там стоит, ну, такой легкий дымок, смог. Это о чем говорит? То, что в принципе ТЭЦ, если влияет какое-то отношение к смогу, то она незначительная. Вот, как видите, за моей спиной у нас вот работающие трубы. Самая высокая труба у нас 300 метров. Следующая труба 180 метров. И вот, как видите, у нас модернизированная часть, раньше стояла труба высотой 100 метров, на данный момент 150 метров. Это о чем говорит? О том, что, в принципе, наши фильтра работают в полную мощь и, соответственно, работают качественно.